Ситуация на Ближнем Востоке, где идет война правительственных войск с исламским государством, уже давно вышла за пределы охваченных войной стран. Как избежать оттока подготовленных там членов НВФ на территорию России, а в частности в Ингушетию, стала единственной темой обсуждения на внеочередном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики. К счастью, небольшое количество, но ряд наших жителей республики находится там, в рядах международных террористов. Естественно, они оттуда будут стремиться возвращаться домой. И дома они, естественно, будут не картошку собирать, а максимально пытаться использовать опыт, который накопили там, воюя против мирных жителей, против священнослужителей, против власти законной. Именно законная власть и должна приложить все усилия, чтобы не допустить пополнения ИГИЛа жителями республики. А помочь этому, по мнению главы, в первую очередь должна профилактика распространения экстремизма среди молодежи. Нам надо проработать ряд вопросов по профилактике и реализации той программы, которую мы приняли по недопущению ухода в ряды бандподполья в целом, тем более ухода в Сирию или в другие заграничные государства, международные лагеря подготовки террористов нашей молодежи. Для этого, по словам Евкурова, нужно эффективно взаимодействовать властям с органами правопорядка. Особенно это касается участковых служб. У нас нет задачи сегодня пугать людей, страшать людей. У нас с вами есть задача профилактировать людей и разработать какой-то механизм определенный контроля участковых, вплоть до заведения журналов индивидуальных бесед, где каждый участковый записал бы туда тех людей, с которыми необходимо проводить индивидуальные беседы на том участке, где он отвечает за этот участок. Наша с вами задача не ждать, пока молодой человек втянется в бандподполье там или еще куда-то, а сделать все, чтобы его удержать от этого. Не надо там сидеть в засаде, ждать, пока он там где-то в грязную историю войдет. Глобальная террористическая угроза, которая может охватить новые регионы мира, назвал ИГИЛ и руководитель управления УФСБ России по Ингушетии. По его словам, существует целая система вербовки наших граждан в международную террористическую организацию, и Ингушетия не является исключением. В этих условиях можно предположить, что лидеры исламского государства, Аль-Каиды и других международных террористических организаций пытаются принять ответные меры и инициировать на территории нашей страны новый виток диверсионно-террористической войны. Это реальная угроза, и недооценивать ее мы не можем. В последние 2-3 года в России сложилась целая система вербовки наших граждан в эту международную террористическую организацию. Чаще всего жертвами вербовщиков становится молодежь в возрасте от 17 до 30 лет. Это те, кто более всего подвержен влиянию радикальных религиозных догм и традиций, не имеющих ничего общего с традиционными мусульманскими ценностями ингушского народа. Избежать вовлечения молодежи в ИГИЛ также, по мнению главы региона, можно и в результате работы в сети интернет. Так необходимо создать рабочую группу по выявлению тех, кто в социальных сетях провоцирует молодежь на вступление в исламское государство. Муслим Ганиев, Юсуп Ханиев, Новости 24.